Ассаляму алейкум, дорогие друзья! Сегодня бы хотел поговорить на тему о процессе уничтожения идентичности башкирского народа, о том, как он проходил и что из этого вышло. Этот процесс уничтожения идентичности, по моему мнению, еще начался с времен Екатерины II, когда она издала указ о создании Оренбургского Магометанского духовного собрания в Уфе. Главная задача – искать лица духовного знания и отбирать среди них самых благонадежных. И на тот момент ожидалась впереди русско-турецкая война и захват и присоединение Крыма. Первостепенной задачей после истребления военной части башкирского населения было изменить понимание религии, так как башкиры изначально являются мусульманами и все свои дела устраивали, исходя из законов ислама. Простыми словами, они искали угодных мусульман для царской России, а тех, кто был неугоден, они или убивали, или отправляли в ссылку. После же при советской власти у башкир забирают арабскую вязь и переводят сначала на латиницу, а потом на кириллицу, хотя изначально башкирский язык был на арабской вязи, чему свидетельствуют многие сохранившиеся книги и письма башкир на башкирском языке арабской вязи. И этим самым следующее поколение башкир уже не могли изучать научные и исторические труды башкирского народа. И теперь они изучали новую историю башкир, уже написанную Советским Союзом на кириллице. В период Второй мировой войны гибнет большая часть мужского населения башкир, а советские солдаты подло заходили в деревни, сжигали их, убивали детей, женщин и стариков. Советская власть славится своей подлостью, и этой участи подвергся не только мой народ, также чеченцы были депортированы в Казахстан, крымские татары были депортированы в Узбекистан, в Украине был голодомор, даже, кстати, поляки были депортированы тоже в Казахстан. И также многие другие народы подвергались подобной участи. И в наше время мы получаем 300-летнюю историю истребления башкирского народа и новых башкир, которые ассимилировались до неузнаваемости. Язык стал кухонным, нигде его не применить. Помню, был период, когда разговаривать на русском языке стало модным, и если ты разговаривал на родном языке, это считалось отсталостью, хотя до 6 лет я не знал русский язык. Так как Россия стимулирует всех, кто поддерживает ее политику, и подвергает репрессиям всех тех, кто понимает, что сегодня происходит и пытается что-то изменить. Башкиры заняты песнями и танцами, в то время как их родной край подвергается разграблению и уничтожению. И это происходит, когда народ забывает, кто он есть на самом деле. И более того, больно смотреть, как башкиры участвуют в уничтожении другого народа в Украине. И каждый день получает груз 200 и воюет за тех, кто уничтожает их изначально уже более 300 лет. Вот что происходит с человеком, когда он потерял себя.